ушундай былыктар жаман көрсөтпөйт. Акча эчтекен укпай отурат, кулагына кар кылып коюшкан жанындагы. Кресло, акча. Мыйзам түрүндөгү кайра жумушка. Мыйзам түрүндөгү. Мыйзам түрүндөгү. 3 жылдан бери акча төлөп. Отпустите его, все! Отпустите! Органы власти, помогите! Позор! 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 Свой народ! Дайте нам договора! Дайте нам договора! Дайте нам договора! Дайте нам договора! Нам работать! Дайте нам работать! Дайте нам работать! Я не знаю, наверное, факт того, что люди говорят правду и выходят требовать свои права законные, наверное, этот факт раздражает наши спецслужбы. У нас самые опасные преступники – это вот люди. Девушка, которая обзывается, люди, которые выходят за своими правами. Вот наши самые опасные преступники. В Кыргызстане больше нет никого. Ушундайлар соробай жембекти жаманатка кондуруп атышат. Бак эчтеке укпай отурат. У нас есть конституция, книга такая. Соробай жембекти ушундай былыктар жаман көрсөтпөйт. Акча эчтекен укпай отурат, кулагына кар кылып коюшкан жанындагы макалдар, аял жакшы, эр жакшы, базгер жакшы, хан жакшы. Хандын жанындагы сасыктар кылып атат ушунун баары. Акча эчтекен укпай отурат. Жанындагылар жакшы болсо бар жигин угуп турбак. Кичине болсо мынандай кишилер жакшылап митингди несилер эме турбаса, мушка атаса, баарлар эме. Үйүзгө эмес, ишеде кыйкырат. Ишеде кыйкырат, сүйлөбөйт. Биз берте сүйлөтөт, эмне бирөө мунан үстөмө турбаса. Эмне азымдап атасыз? Главная цель коллектива каравана против действия чиновников, они беззаконно поставили на торги наши рабочие места. А в особенности фуги. Мы в отчаянии, мы кормим своих детей и много помогаем бюджету Кыргызстана. И мы просим, чтобы нам дали договора. Мы так свои рабочие места не оставим. Мы будем до последнего стоять, мы за это не платили, немало деньги внесли. Мы никогда не уйдем, мы до последнего победы будем ждать. До этого вы как-то обращались мирным путем? Мирным путем обращались, но никто нас не слышит. Уже 2 года мы просим, чтобы оставили нас. У нас дети. Тут все женщины одинокие, многие одинокие кормят детей. Куда нас выгонять на улицу? Завтра куда мы пойдем? Еще раз говорю, мы немалые деньги внесли в свои места рабочие. Нас оставляют без мест. Это беззаконие со стороны чиновников. Мы мирным путем, наверное, приходили раз 10. Мы обращались к премьер-министру, мы ходили туда в МЮЛК и ко всем обращались, писали президенту. Нас даже не послушали, наши письма они не получили. Они каждый раз нас обещают то, что они разберутся, дадут нам договора. Мы единственное, что мы требуем, мы не требуем денег, мы не требуем кресла, места, власти. Мы требуем просто, чтобы они отстали от нас, от каравана, дали нам работать и дали нам договора. Чтобы как бы люди спокойно работали. Они без конца пугают нас. То выгонят, то на электронные торги выставляют без нашего ведома, то продадут там каким-то этим строительным компаниям. Мы просто требуем, чтобы оставили караван в покое, дали нам работать.
чтобы мы спокойно кормили свои семьи, выплачивали кредиты. Просто работать хотим и все. Бүгін мирный митингке чыққанымыздың себебі біз бұл жерді Төлеевтен сатып алғанбыз. Уже мен ең бірінші келгендерден бері 15 жыл болды іштегеніме. Мессаны сатып алғандан Төлеевтен өкімет алып қойды, 3 жыл, 4-ші жыл болып атады. Без договор іштеп атабыз. Без договор, закон дейді. Қана закон, если закон болса, договор беріш керек те, арендабыз қақы кетті. 74 миллион сом. Бұл патент соцфондтан сырттары. Без договор иштетип атат. Еще биздин местаны бошотуп, освободитель место деп алып атат. Электрондуу таргага коюп. Бул электрондуу таргага койгонду биз деле түшүнөбүз. Электрондуу таргага качан коюш керек болчу? Биз аренданы төлөй албай калганыбызда коюш керек болчу. Туурабы? Бул биздин эмес, биздин президентибизге улуу урматтуу Сооронбай Жээнбековго жетпей атат. Мен ушундай кыргыздын макалы менен айткым келет. Аял жакшы, эр жакшы, вазгир жакшы, хан жакшы деген сөз бар. Ушу биздин Жээнбековдун жанында, президентибиздин жаныбызда жүргөн баягы Гинилой мына Тумановго окшогондорду жок кылса, биринчи бизге шайланып атканда ушунча чуркаганбыз, президент болуп калса, ушу Сооронбай аял затына кичине болсо да карайт, 5 убакыт намаз окуйт экен, мындай кыргызча жактан карайт деп үмүттөнгөн болчубуз. Эми биз ушу урматтуу Сооронбай Жээнбеков угуп койсо, силер биздин мисалы мына журналисттер да биз үчүнчү жолу чыгып атышыбыз. Журналисттер биздин көпүрөбүз болуш керек президент менен. Биздин сөзүбүздү жеткизбей кыркып коюштат. Пожалуйста, ушу сөзүбүздү урматтуу Жээнбековго жеткизип берсеңер силер. Ушунча 1000 аялдын ыйы деген болот. Булар сатып алган, арендада турабыз. Арендабыз коммерческий баа менен калган. Эми өкмөттүн баасы менен эмес, миллиондогон акча болуп атат. Ал бир, андан кийин ар бир аял, бу жерде 90% аял иштейт. Караванда 95% мен ар бир бутикке кирип сурап чыктым. Кредити бар экен. Сатып алган да, сатып алыш үчүн кредитке. Анан кандай алып койт? Кредиттен аялдар каяктан төлөйт? Балдарын кантип багат? Ушуну бизди Жээнбеков жакшы карап берсе, ушу үнүбүздү силер ортобузда көпүрө болуп жеткизип берүүңөрдү суранабыз. Сооронбай Жээнбековго жанындагы мына Тумановго окшогон сасыктарды жок кылса, баары жакшы болот эле. Ушул азыр провокация болгонун эми барлыктан турмушка башка улутка турмушка чыгып кетпейт, Акчабыз болсо кыргызга эле тийип алып, тийбей деле жашамакпыз. Акчасы жоктуктан түрккө турмушка чыкканда, ал түрктү алып келип ушакта акча кылып атат да, туурабы? Күйөөсү түрк, аялы кыргыз, биздин жаран, караванда турат. Түрк келди бу жерге чыкканга акысы жок. Түрктүн аялы кыргыз. Кыргыздардын акчасы болсо кыздар түрккө тийбейт. Кытайга тийбейт. Немелер айткандай, 40 жора айткандай. Биз бу жерге штаныбызды айырып, жерден ашып түшүп кресло талашканыбыз келген жокпуз. Биз өзүбүздүн эле местабызды талап кылып келдик бу жерге. Ушуну жеткирип берсеңер. Биз президентке канча жолу кат жаздык, эч качан жеткизбей атат. Буну Жээнбеков байкуш укпай турат биздин президент. Жеткизбей эле жок кылып коюп атат Тумановго окшогон сасыктар. Ушуларды, пожалуйста, жеткирип берсе, ушуну Сооронбай Жээнбеков укса экен. Суранычыбыз, ушунча аялдын ыйы, көз жашы деген бар. 1000 аялдын 95%-nin көзү жок, баланы багып атат, 5тен балдары бар. Суранабыз. Если эми мейли төлөбөсөк даганда мейли эле. Суранабыз. Меня зовут Илья Стажбаев, статс-секретарь Фонда по управлению госимуществом. Что касается вашего вопроса, совместно с Министерством экономики разработан уже проект пока о пролонгации всех договоров, вот ваших договоров, те, которые бутики, которые находятся в караване. Пока действие этой пролонгации период будет действовать, есть определенный регламент процедуры по принятию отмены определенных решений. Тех решений, которые предусматривают сдачу объектов госсобственности через электронный аукцион. Будет пролонгация, а потом прорабатываться будет вопрос. Пока договора, вот вы говорите конкретно, что кто здесь говорит, что у него вообще договоров нет, у другого купил. Какие договора мы вам можем дать? Это и требует времени, понимаете? Здесь вы... Хорошо. Дайте мне дальше, подождите, пожалуйста. Здесь сами же сейчас сказали, что они выкупили у других, что у них вообще договоров никаких нет. А другая сторона тут предъявляет, что в
в свое время не было пролонгации договоров. Так это все требует времени. Будет пролонгация на год, и вся процедура. Если бы пришли разбираться, почему 1,5-2 года назад, то это, наверное, решать надо не здесь, а по-другому. Сейчас мы говорим, вот здесь, представитель аппарата правительства, Министерство экономики. В Министерстве экономики было совещание. Пока будет вопрос пролонгации, а потом это все решения, оно требует, есть процедура, есть регламент. У кого какие договоры, с какого периода, какие решения нужно отменить. Кто-то здесь вообще требует отменить электронные аукционы. Правильно? Это все требует обсуждения тоже. Есть этот проект, обсуждается со всеми другими госорганами, в том числе и силовые правоохранительные органы. Все замечания, возможно, совместно с вами мы будем это решать, обсуждать, снимать. Пока на год будем разрабатываться проект о пролонгации, а потом по процедуре будем решать вопрос, те вопросы, которые, может быть, вы тоже в письменном виде все условия дайте. А то, что 2 года назад, то, что было, это мы не будем уже обсуждать. Правильно поймите? Нам нужно все наперед смотреть. Зачем про 2 года предлагать уже? Нам пришел договор, именно до финансового мы должны освободить всех детей, принесли такие. Потому что будут принимать. Вообще пролонгация. Объясните, зачем Нет, эти объекты не выставлены на электронную торговую площадку, верно? Администрация ходит, привозит Уже шаг сделали, проект есть. Вы сейчас говорите, мы сейчас решили, мы с сегодняшнего дня начнем. На протяжении 1,5 лет вот мы работаем без договоров аренды. Почему? Фонд госимущества позволил незаконно получать арендную оплату от арендаторов и, значит, и после этого еще нас выставить на электронный аукцион. Недавно к нам были розданы нам уведомления о том, чтобы мы 15 августа освободили детей. Это законно? Ответьте нам. Вы пресс-секретарь. Что это было распоряжение по этим уведомлениям? Где вы были? С вами не согласовали. Получается, пресс-секретарь говорит одно, Туманов говорит другое, председатель говорит третье. Нам кому верить? Мы никому уже не верим. Мы знаем, что такое пролонгация. Потом, смотрите, вы говорите, что на это нужно время. Время уже было, уже внесли изменения в это постановление об исключении каравана. Уже подписали многие ведомства. Но остался ГКНБ, силовые структуры остались, кто не подписал. Министерство чрезвычайной ситуации и фуги. Эти 3 ведомства, они почему-то какие-то нашли нарушения. Мы не можем понять, объясните нам, какие у предпринимателей каравана нарушения, почему эти ведомства препятствуют исключению каравана из электронных торгов. Вы нам скажите основную суть. Это явный заказ на этот караван. Чей-то. Мы не знаем, чей. Девочки, мы за то, чтобы нас, коллектив каравана, не поперли, не выперли, не попросили. Сейчас выставили нас на электронный аукцион, не имеют права. Потому что мы уже столько лет работаем. 95% каравана – это женщины, которые одни кормят свою семью, девочки. И вот такая несправедливость. Они не имеют права, договоров нету, мы платим все, что положено, налоги платим, казну пополняем. Если бы мы были убыточное какое-то предприятие, если бы на электронной торге вообще выставляют предприятия и торговые центры, которые себя не окупают, прибыли не приносящие, а караван прибыль приносящие. И просто слов нету. Какой итог вы ждете от сегодняшнего дня? Мы надеемся, что справедливость все-таки восторжествует, что правительство прислушается к нам. Все-таки мы народ, мы исправные налогоплательщики, мы пополняем казну, и справедливость должна восторжествовать. 1000 человек работает в караване, работу дают еще где-то 1000. Это, считайте, 2000 человек, за ними семьи, дети стоят.